Лев Николаевич Гумилев, Бронислав Иванович Кузнецов. Две традиции древнетибетской картографии – ландшафт и этнос. Часть первая. Историческая география по самой своей природе вынуждена пользоваться не столько наблюдениями, сколько материалами, содержащимися в сочинениях древних авторов. Разумеется, строго критический подход к этому виду информации обязателен, но часто затруднен тем, что манера выражения древних географов представляется нам столь экзотичной, что не всегда удается отделить ошибочные представления, свойственные прошлым эпохам, от полноценной информации. Это касается не только описаний, но в еще большей степени картографического материала в необычной для нас проекции. Научные представления у разных народов совпадают настолько, насколько они истинны, но система их подачи всегда разнообразна. Эта постоянная несхожесть является результатом разновременного и разнохарактерного этнического развития. Своеобразные культурою традиции имеют собственные нюансы терминологии и системы ассоциаций. Следовательно, буквальные переводы древних научных трактатов вводят в заблуждение современных ученых, не берущих поправки на способ выражения, принятый в иную эпоху. Существующее в современной исторической географии представление о полном отсутствии связей эллинской науки с наукой стран Дальнего Востока в первые века до нашей эры может быть пересмотрено. Эллины действительно плохо представляли себе расположение стран, находящихся к востоку от Памира, но, как оказывается, тибетские географы неплохо знали географию Ближнего Востока. В этом убеждает нас карта страны Шамбала. Эту страну до сих пор считали мифической. В тибетско-шангшунском словаре приведена карта, на первый взгляд не имеющая отношения к географии. Однако некоторую часть названий удалось расшифровать и даже датировать комбинацию топонимов II веком до нашей эры. На этой карте нам непривычно буквально все: расположение стран света, отсутствие масштаба, обобщенность контуров и топонимика. Однако именно благодаря последней удалось расшифровать и перевести географические названия и перенести их на привычную нам географическую карту Ближнего Востока, установив эпоху на тибетской карте отраженную. В центре карты находится город, или, может быть, дворец, замок, словом, населенный пункт под названием Бар-Пасаргад. Это одна из столиц персидской монархии Пасаргады греческая, или Парсогард персидская. Этот город в 550 году до нашей эры стал резиденцией двух первых царей Персии – Кира Великого и Камбиза. Дарий перенес свой престол в Персеполь, основанный в 522 году до нашей эры. На нашей карте Пасаргады исходная точка для локализации. К западу от него помечена страна Хос, совпадающая по фонетике и географическому местоположению с эламским городом Сузы, Шушун. Это название дожило до нашего времени в топониме Хузистан. К западу от Сузианы был расположен Вавилон, и он действительно помечен на нашей карте, равно как и страна Гиалаг-Одма, что расшифровывается как страна халдеев, Гиалаг, Калду, Халдеи. В VII веке до нашей эры халдеи, овладев Вавилоном, соперничали сначала с Ассирией и Мидией, а затем с Персией. Западнее помещались страна Пун, то есть Финикия, и город Лан-Лин, который мы интерпретируем как Иерусалим. Из традиционной тибетской литературы известно, что это был главный город Палестины – Мулестонг, Пелестем.
Перечисленные отождествления еще не позволяют уточнить хронологию составления карты, так как они были известны в течение всего первого тысячелетия до нашей эры. Однако следующий пункт, город Несендры в стране демонов, крадущих людей, где имеются гробницы-храмы, серые, сияющие, это Египет и его столица Александрия, построенная в 331 году до нашей эры. Следовательно, наша карта была составлена в эллинистическую эпоху, хотя наверняка не эллинами. Установив это, мы легко интерпретируем несколько названий на восточной части карты. На восток от Пасаргад лежит страна Абадара, хорошо известная нам как Бактрия, расположенная в современном северном Афганистане. На юго-восток от Бактрии показана Черная долина страданий, то есть пустыня Белуджистана. Дальше к югу помечено море, то есть в данном случае это будет Аравийский и Персидский заливы, по которым проплыл флот Александра. Итак, знания составителя карты в основной части совпадают с кругом географических сведений, ставших доступными эллинской науке после похода Александра Македонского. В этой связи наше внимание привлекает страна с удивительным названием «Ходящие по небу крадут людей». Расположенная между Белуджистаном и Бактрией, она может быть интерпретирована как греко-бактрийское царство, где колонисты-греки, базируясь на горные крепости, широко практиковали грабительские набеги на Индию, Иран и работорговлю. Это подтверждается еще и тем, что также названа страна на крайнем северо-западе на берегу моря, то есть Иония. Именно это название и закрепилось за греками в персидском и индийском языках – Юнан, Явана, Ионяне. Северная часть карты тоже в какой-то мере поддается расшифровке. Несомненно, что страна, названная свирепый род Мед, это Мидия, по-персидски Мад. Несколько больше, чем полагалось бы, сдвинута на запад страна Гергайонтан, очевидно Геркания. Но зато вполне на своем месте к северу от Бактрии обозначена страна Сак. Это дает уже возможность установить верхнюю дату. Между 154 и 114 годами до нашей эры саки прорвались через парфянские заградительные линии и захватили область в восточном Иране, до сих пор сохранившую их название Сакастана, Сеистан. На нашей карте они помечены еще на своей прародине в Южном Семиречье. Итак, карта отражает период III-II веков до нашей эры, и, что особенно примечательно, не содержит никаких следов римского проникновения на восток. Это не могло бы быть, если бы материалы, полученные тибетским географом, датировались хотя бы I веком до нашей эры, так как в 63 году до нашей эры легионы Помпея оккупировали Сирию и Палестину, а затем армия Краса в 54-53 годах до нашей эры вторглась в Месопотамию. Вместе с тем знакомство с римлянами подразумевало бы осведомленность восточных географов о существовании стран на западной окраине Средиземного моря. Поскольку ничего этого нет, датировка III-II века до нашей эры является единственно возможной. Но откуда могли получить тибетские географы столь специфическую информацию? Несомненно, не от греков, у которых были совершенно иные и менее точные сведения о географии Среднего Востока, хотя они гораздо лучше знали Передний Восток. По-видимому, информаторами тибетцев были персидские ученые раннепарфянской эпохи, сочинения которых в подлинниках не дошли до нашего времени.
Об этом говорит ареал, представленный на нашей карте. Помещение центра Айкумены в Пасаргадах, городе, тогда уже сильно разрушенном, но продолжавшем оставаться священным местом для ревнителей древних традиций Ирана. И вместе с тем отсутствие сведений об Элладе и Индии, странах, не входивших в ахименидскую монархию. Кроме того, в пользу нашей датировки имеется и прямое указание тибетского источника на то, что в древности географические познания вместе с религиозными были заимствованы из Ирана, откуда они попали в северо-западные районы Тибета, в так называемую страну Шангшунг. Поэтому мы имеем право назвать данную картографическую традицию Ирано-тибетской. Для историка Азии этот вывод является парадоксом, потому что заселение долины Брахмапутры предками современных тибетцев произошло в первые века нашей эры, то есть после составления исследуемой карты. Очевидно, как это утверждает и тибетская традиция, посредником между эпохами и народами была страна Шангшунг в северо-западном Тибете. Об этом народе мы знаем очень мало, но только его этнокультурные связи объясняют нам особенности дальневосточной картографической традиции, сохраненной в тибетских источниках. Часть 2. Перейдем к общему анализу карты, сделав несколько необходимых замечаний. К данной статье приложена фотокопия с оригинала тибетской карты, а также для удобства читателей ее копия, в которой каждое тибетское название нами заменено на определенный порядковый номер, под которым оно будет дано ниже. На первом месте мы даем тибетские названия в транслитерации, в которой каждой тибетской букве соответствует латинская. При этом сочетания ZH-ше и SH-ше соответствуют разным тибетским буквам, а N соответствует русскому «не». Запятая перед тибетским словом имеет вспомогательное значение и на чтение не влияет. В древнем тибетском слова писались почти так, как они произносились, поэтому наша транслитерация почти совпадает с транскрипцией, то есть до некоторой степени передает и древнее произношение. Тибетская система передачи иностранных названий и имен весьма сложна, и о всех тонкостях этого дела мы говорить не будем. Особо тяжелый случай, когда тибетцы переводят на тибетский язык непереводимое иностранное название. Кроме того, в тибетском языке строго ограниченное количество определенных слогов, поэтому передача иностранных названий с непривычными для тибетцев сочетаниями звуков с нашей точки зрения будет весьма приблизительной. Затем надо обязательно помнить, что для тибетцев, как и для средневековых арабов, география была не только наукой практической, но и теоретической. Древние устарелые сведения о мире спокойно уживались с новейшими. В тибетских географиях даже XIX века можно найти не только Соединенные Штаты, Францию и другие современные страны, но также и страну Шамбала, народы Гог и Магог, причем последние, конечно, мыслятся как реально существующие. Поэтому исторических карт в нашем смысле, то есть иллюстрирующих положение в строго определенную эпоху, в Тибете нет, а есть только закодированная информация. Это и является для нас датирующим признаком для терминус посткерн верхней даты, потому что сведения, полученные тибетской наукой после составления карты, на нее не попадают. Прокомментируем отмеченные на карте названия. Первое. Бар-Пасаргад, Пасаргады.
Достоверное описание этого города было сделано спутниками Александра Македонского, вступившего в древнюю персидскую столицу без боя. Историк Аристобул сообщает, что там располагалась гробница Кира Великого, представлявшая небольшую башню, скрытую в густой чаще деревьев. Внизу башня была массивной, а наверху под крышей находился склеп с очень узким входом. Страбон приводит еще два различающихся описания этой гробницы, к его времени разрушенной. Историк Ониксерит, сопровождавший Александра в походе, утверждает, что башня была 10-этажной, а Арест Соломинский, писатель более поздний, указывает, что она была большой и только 2-этажной. Эти противоречия устраняются с помощью нашей карты. В центре ее изображена именно эта гробница, и видно, что в ней было 10 этажей, которые отчетливо показаны чертежником. Кроме того, тибетская надпись выше заглавия является легендой именно к этой детали карты. Там перечислены следующие достопримечательности гробницы. Первая — гора свастики, 9-этажная. Вторая — хрустальные столбы с надписями. Третья — сад свастики. Четвертая — сад колеса или круглый. Пятая — лотосовый сад, видимо, с прудом и водяными цветами. Шестой — драгоценный сад. Совпадение тибетского чертежа с эллинскими описаниями снимает возможное сомнение в древности и достоверности карты, а также в правильности нашего отождествления исходной точки исследования. Второе. Дебаран Групп. Место, расположенное немного восточнее Пасаргад. По-видимому, это смысловой перевод. Блаженство, покой само создается. Хотя первый слог совпадает с персидским словом «даб» — пышность, великолепие. Очевидно, показаны дачные места персидских царей, память о которых еще хранилась во время македонского и парфянского господства. Третье. Шампо-Лхадзе. Слово «шампо» значит «сириец», поэтому возможный перевод этого названия — «сирийская небесная божественная вершина». Очевидно, это святилище сирийских божеств для сирийцев, обслуживавших царский двор, а может быть, поселившихся в Иране при первых селевкидах. Четвертое. Дебаран Групп. Смотри второе. Пятое. Кома Нейчунг, Карамания, которая, согласно Страбону, обширная область и во внутренней части страны простирается между Гедроссией и Персидой, отклоняясь, впрочем, дальше Гедроссии на север. Это последнее обстоятельство отмечено на тибетской карте, что делает ее более точной, нежели современные исторические атласы, в которых Карамания помещена прямо на восток от Персиды. Впрочем, на карте походов Александра, приложенной к прекрасному переводу «Ариана. Походы Александра», выполненного Сергиенко, показан город Кармана с той же локализацией, что и на нашей карте. Шестое. Намдак Карпо. Знак вопроса. Седьмое. Кремон Гиалшат. Судя по локализации и слову «царский», это развалины Персеполя, разрушенного Александром из мести за сожжение Афин Ксерксом. Персидское название города не сохранилось, а описание его развалин смотри у Бартольда, локализовавшего Персеполь в окрестностях современного Истахра, вблизи от гробниц персидских царей, ныне называемых Накши-Рустем. Восьмое. Тхаг-Мэя-Юнг, знак вопроса. Девятое. Чамет-Янг-Чуб, можно перевести как «непрерывная чистота».
10. Дулкхрим-Линг. В переводе «страна законов, которые управляют», то есть Персида, откуда велось управление империей ахеменидов, а законы персидской монархии были переняты парфянами. 11. Галдан-Линг. Страна, обладающая радостью, или райская страна. 12. Юндрунг-Кодлинг. Страна, в которой упорядочивают свастику, символ солнца. По-видимому, одно из главных святилищ Митры, древнего иранского божества солнца, культ которого проник в Тибет под названием религия Бон. 13. Ринчен-Пунгпа. Страна, драгоценный пун. 14. Ринчен-Рамлинг. Страна, драгоценный берег. 15. Нодьин-Норлинг. Богатая скотом страна демонов-вредителей. Вероятнее всего, что это не название, а характеристика страны Парфии, расположенной севернее Карамании. Вредными демонами иранцы называли народы Турана, скотоводческие племена, в том числе и парфян. 16. Чамет-Ямлинг, западная окраина Мидии, смотри 27. Здесь необходимо отметить, что тибетский географ некоторые крупные страны отмечает на карте по нескольку раз. Смысл этого в том, что один раз отмечается столица, другой — территория, занятая народом, третий — покоренные и присоединенные области. Этим объясняется некоторое как бы смещение топонимов, но это же позволяет уяснить характер сведений, попавших в Тибет, и время составления карты. Мидия, как культурнейшая из областей Ирана, сохраняла свое значение и после потери самостоятельности в 550 году до нашей эры, находясь в составе Ахеменидской, Селевкидской и Парфянской монархий. Поэтому она попала на тибетскую карту. 17. Гергьяйонтан, Геркания, одна из провинций древнего Ирана. 18. Миосамтан, возможно, греческий вариант названия двуречья, то есть Месопотамии, поскольку далее к западу расположены страна халдеев, смотри 45, и страна, в которой собраны жрецы, то есть Вавилон, смотри 30. 19. Йинпа-Тхаргья, знак вопроса. 20. Дуддуслинг, страна, в которой собрались демоны. Видимо, бедуины, которых, как кочевников, зороастрийцы считали исчадием Аримана. 21. Жесриг Кодпайжинг, земля, упорядоченная княжеским родом, то есть арабские земли Бахрейна, оазисы, подвластные Парфянскому царству. 22. Рангронг Родул, Дрангиана покоренная. Дранги – иранский народ, живший по нижнему течению Гельменда. Название это встречается только после походов Александра. Первоначальная форма их имени была Заранги. Александр отдал их область в управление Арсаму, сатрапу Арии, но после восстания в Согдиане сменил его. Вот еще один датирующий момент. 23. Занглинг, медная страна. Соблазнительно сопоставить название с древними рудниками, но это опасно, так как возможны филологические реминисценции и метафорические обороты, свойственные ассоциативной системе древнего тибетца. 24. Гьялриг, Гьялсадзин. Царский род поддерживает или укрепляет трон. В парфянскую эпоху на восточной окраине царства находился наследственный удел рода Суренов, второго по значению в Парфии.
Глава этого рода при церемонии коронации возлагал тиару на голову Аршакида, вступавшего на престол. Локализация удела суренов на тибетской карте совпадает с известной нам. 25. Серлинг. Золотая страна. Смотри 23. 26. Цунже Гьяллинг. Знак вопроса, знак восклицания. 27. Медрик Долпайлинг. Страна свирепого племени племен Мед, то есть Мидия. В середине VI века до нашей эры была разгромлена персами и включена в состав персидской державы на правах провинции. 28. Стопчен Гьялинг. Страна могучих богатырей. Судя по названию и своему местоположению, это может быть только Ассирия. Хотя это государство погибло в конце VII века, но название продолжало существовать еще несколько столетий спустя, как Осроена, царство на границе Сирии и Месопотамии, а народ дожил до нашего времени. Однако любопытно, что тибетский географ отметил не наличие небольшого в его время племени, а историческую традицию, славу ассирийских царей. Это можно трактовать как элемент особого отношения к времени, неисчезаемости существовавшего. Смотри вводную часть этого раздела. 29. Ремик Дускор. Знак вопроса. 30. Рамзе Дуспайлинг. Страна, в которой собраны жрецы. Одно из тибетских названий города Вавилона, для которого было характерно обилие религиозных культов. На карте рядом, смотри 45, дается название самой страны, а именно «Страна халдеев». Халдеи – кочевое арабское племя, покорившее Месопотамию в VII веке до нашей эры. 31. Хосмо, страна Хос или Сузы, первоначально столица древнего государства Элам, а впоследствии один из главных городов Ахеменидского Ирана. 32. Мьянган Медпайлинг, страна, в которой нет страданий, то есть счастливая Аравия, древнее название Йемена. 33. Гьялран Криод, судя по местоположению, Эфиопия. 34. Китангьям, знак вопроса. 35. Мрами Ронгдун, возможный вариант перевода «семь поселений Мрами», знак вопроса, знак восклицания. 36. Кароми Кунлинг, страна, в которой люди сильные, как боги, крадут людей. Греко-бактрийское государство, о котором выше уже говорилось. 37. Родул-Линг, страна, покоряющая ходящих, то есть людей. Тоже греко-бактрийское царство, весьма агрессивное. 38. Абадварайлинг, Бактрия, одна из провинций древнего Ирана. 39. Сенге-Гьяпсноу, Сагдиана, одна из провинций древнего Ирана. 40. Шак-Юл, страна Сак, Саков. 41. Название на тибетской карте пропущено. 42. Одма Ямкьяй-Юл. По локализации и звучанию может быть понято как Махасаката, Великие Саки, название одного из сакских объединений, которое греки называли массагеты. Из многочисленных гипотез по поводу слова массагеты наиболее убедительно мнение К.В. Тревер, принятое нами. Подлинное звучание слова в иранском произношении не установлено.
Здесь география корректирует филологию. 43. Нангалдан Бумлинг. Судя по местоположению, Албания Кавказская, современный Азербайджан и Южный Дагестан. 44. Кахата Шелшунг. Первая половина этого названия указывает на Малую Азию, ее восточную окраину, так как Кахата соотносимо с Хатти, восходит к названию Хетты. Вторая половина названия представляет собой транскрипцию неизвестного для нас слова. 45. Гиалак Одмайлинг. Страна халдеев, то есть Вавилония. Подразумевается территория царства халдейских царей. 46. Ринчен Пунгпа. Драгоценный пун. Как по своему происхождению, так и по названию, несомненно, Финикия. 47. Лхунраб Даллинг, знак вопроса. 48. Шазалингронг. Поселение страны, едящих человеческое мясо. Этот странный обычай, необъяснимый из древних источников, появляется за счет поздних, но восходящих к глубокой древности. Францисканский монах Одорико Порденонне, совершивший в 1318-1330 годах путешествие на восток, привез массу рассказов, большая часть которых оказалась вымыслом его осведомителей. В числе прочего он рассказывает о людоедстве на Никобарских и Адаманских островах. По мнению комментатора Я.М. Света, Одорико на Никобарских островах не бывал. Но тогда значит, что он получил сведения о людоедах в Индии. Оттуда же, откуда и составитель нашей карты на 1500 лет раньше. По представлениям индусов, рассказы которых воспроизводит Одорико, Никобарские и Адаманские архипелаги были одним большим островом, что и отражено на нашей карте. 49. Матханг Граллинг. Транскрипция местного названия. Судя по местоположению в южной части Мирового океана, южнее Никобарских островов, и по фонеме это Мадагаскар. Название Мадагаскар, непонятное самим его обитателям, впервые воспроизведено у Марко Поло, а первое описание этого острова в европейской географии находится в перипле Эритрейского моря, то есть позже, нежели время нашей карты, и без названия. Следовательно, это древнемальгашское слово попало в Тибет через Индию. Мальгаши заселили Мадагаскар около III века до нашей эры из Индонезии и при этом попали в поле зрения индусов, уже освоивших навигацию в Индийском океане. Итак, у тибетского картографа наряду с иранским был индийский источник, и значит изучаемая карта не плагиат, а творческая работа, отражающая уровень знания географа в Тибете II века до нашей эры. 50. Мьянган Тханнаг. Черная долина страданий. По своему местоположению соответствует Белуджистану, древней Гидороссии, где чуть было не погибла армия Александра Македонского. 51. Некхрибум Тханг. Плоскогорье плато Некхрибум. 52. Чанзан Кролинг. Страна свирепых диких зверей. 53. Сосмед Краг. Название озера. Все три названия расположены рядом и характеризуют Памир и Западный Тяньшань. Удобнее интерпретировать все три топонима вместе, так как они составляют одну систему. Плато Некхрибум – высокогорье восточного Памира. Севернее лежит озеро Цо, несомненно Иссык-Куль.
Вся область названа страной свирепых зверей, но на Памире самый опасный зверь — медведь, которого, как доказал Мурзаев, центральноазиатские народы называли снежным человеком, и, подобно народам Сибири, приписывали ему сознание даже выше, чем у человека. Впрочем, его человеком не считали, как видно из топонима номер 52, и во II веке до нашей эры путаницы из-за буквального перевода метафоры не возникло. 54. Рек Сопамашанг. Среднеперсидская рег — риг, песок, щебень. И Ригстан — песчаная пустыня. Каракумы, не так ли? 55. Дарбару Тенгронкьер. Поселение Верхних Тапуров. Племя Тапуров занимало район в северной части Ирана, вдоль южного побережья Каспийского моря. Примерно с VII века нашей эры этот район стал называться Табаристаном. 56. Шершот Рабджиг. Бури очень страшные. Поскольку упомянутые выше Тапуры жили именно на побережье этого моря, то это, несомненно, Каспийское море. 57. Кхароми Кунлинг, страна богов ворующих людей, Иония. Об Элладе тибетцы не знали ничего. Кругозор их был строго ограничен рубежами ахеменидской монархии. 58. Ронкер Ланлин, Иерусалим. 59. Мекро Киджик, Южная Палестина или Синай. 60. Муют Далпайцо, окружное вытянутое море, то есть мировой океан, окружающий Землю, в данном месте Средиземноморье. 61. Несен Рабайронкьер, город Несендры, то есть Александрополис или Александрия. 62. Ринпоми Кунлинг, страна демонов, крадущих людей, как уже выше говорилось, Египет. 63. Сасканг Карнак Красал, храмы гробницы серые, сияющие, то есть египетские пирамиды. 64. Балсораба, по своему положению остров Кипр. На это указывают первые два слога, сопоставимые с Алиша, древнее самоназвание Кипра, согласно Амарнскому архиву Аменхотепа III или Аменхотепа IV. Проанализированная нами карта не является единственной. Недавно в Англии опубликован другой вариант карты, но, судя по топонимам, составлявшийся несколько позднее и независимо от первого варианта. На второй тибетской карте не обозначены следующие страны, которые есть на первой. Страна демонов, крадущих людей, то есть Египет, и Пун, то есть Финикия. Вместо них в Передней Азии к стране халдеев Вавилония непосредственно примыкает Гьялмокхром, то есть царица Рим, в латинском языке Рим женского рода. На северо-востоке знакомая нам страна Сак, на этой карте названа страной сильных саков. Мы не ошибемся, предположив, что это отражает консолидацию саков и Юэджи и образование Кушанского царства при Катфизе I в I веке нашей эры. Таким образом, мы видим, что 2000 лет тому назад в Средней и Центральной Азии существовала неплохо развитая географическая наука и составлялись карты, по точности и охвату значительно превосходившие греко-римские. Но отмеченные нами четырехугольные карты не исчерпывают древнетибетского картографического материала. Параллельно ирано-тибетской традиции существовала индо-тибетская, ставившая себе иные цели и располагавшая другим кругом знаний. Часть
Третье. В отличие от ирано-тибетской, индо-тибетская географическая традиция ставит задачи не страноведческие, а космологические. На публикуемой карте мы видим весьма четкую систему представлений о строении Земли. На индо-тибетской карте земная суша изображена в виде четырехугольника хребтов, окружающих гору Меру, Сумеру, центр мира и путь на небо. Несмотря на условность интерпретации, здесь легко угадать орфографическую систему Южного Тибета, то есть долину реки Цангпо Брахмапутры, окруженную с юга Гималаями, с севера Трансгималаями, с запада Каракарумом и с востока хребтами страны Кам, где в одном из ущелий прорывается Брахмапутра. Здесь мы видим наивное стремление, свойственное многим народам, поместить свою страну в центре мира. На карте гора Меру окружена водой глубины неизмеримой и поднимается в область богов. Естественно, что считать эту гору реальной нельзя. Это космический образ объединения нашего мира с потусторонним. Поэтому мы можем оставить без внимания эту мистическую деталь, тем более что она не препятствует интерпретации реальной части карты, изображающей поверхность Земли. На данной карте эта поверхность имеет вид 4 континентов, расположенных в Мировом океане по странам света. С юга мы видим 3 треугольника, которые по своим очертаниям, естественно весьма обобщенным, напоминают Индию, Аравию и Индокитай. Центральный и самый большой из этих 3 называется континент Джамбудвипа, а остальные 2 — континентами-спутниками. Первоначально под Джамбудвипой индийцы имели в виду только Индию, а потом Индию с прилегающими к ней странами. Потом, в связи с утратой доверия к древним традиционным сведениям, индийцы стали считать только континент Джамбудвипа реально существующим. Под ним стал пониматься весь мир, тогда как все остальные 3 континента с континентами-спутниками стали считаться мифическими. Так было проще и избавляло от необходимости заниматься исторической критикой. Восточный континент Видеха со своими континентами-спутниками изображен в виде 3 полуокружностей, прямой стороной обращенных к западу. Если допустить, что древние индийцы форсировали Тихий океан и делали это трижды, то именно такой и должна была представляться им Америка, обращенная к Тихому океану. Она неминуемо представлялась бы в виде прямой линии с высокими горами, за которыми расположены населенные страны. Жители этого континента охарактеризованы в тибетских источниках как высокорослые, с головами сильно сплюснутыми сзади и резко выступающими вперед лицами, со спокойным и мягким характером и прекрасным поведением, то есть гостеприимными. Не странно ли, что аналогичным образом охарактеризовали американских индейцев спутники Колумба? Северный континент Уттаракуру представлялся древним индотибетским географом в виде квадрата. Жители характеризовались как свирепые и беспокойные, с квадратными лицами, то есть с сильно выраженной монголоидностью. По легенде, они жили на деревьях, от которых они получали все необходимое, а после смерти перерождались в деревья. Здесь нельзя не увидеть несколько преувеличенное представление о таежной зоне, ограничивающей с севера центрально-азиатские степи и в начале нашей эры захватывавшей более южные широты, нежели сейчас. Любопытно, что как Геродот, так и безымянный восточный географ утверждают, что люди на севере питались плодами деревьев.
Это показывает, что в первом тысячелетии до нашей эры в Южной Сибири, Монголии и Казахстане плодовые деревья росли в диком состоянии, что совпадает с реконструкцией палеоклимата, о чем мы уже указывали в наших прежних работах. Выше упоминалось, что северный континент имел форму квадрата. Аналогичные сведения мы находим также у Геродота, который говорил, что Скифия представляет собой квадрат, две стороны которого доходят до моря, а каждая из сторон равна 4000 стадий. Под Скифией Геродот имел в виду всю северо-восточную часть Евразии. Западный континент Годханья с континентами-спутниками изображен в виде 3 кругов, в чем можно усмотреть очертания Северной Африки средний круг, Европы верхний круг и Южной Африки нижний круг. Отмечается обилие быков на этом континенте, а жители характеризуются как сильные и свирепые демоны-людоеды, очень беспокойные, с бычьими и обезьяньими головами. Под бычьими головами, очевидно, понимались эллинские шлемы. Не случайно на Востоке Александра Македонского называли «двурогий». Обезьяньими лицами тибетцам представлялись европейские лица, так же, как и древним китайцам, которые писали: тюрки с голубыми глазами и рыжими бородами, похожие на обезьян, суть потомки Усуни, европеоидного народа, населявшего на рубеже нашей эры Тяньшань, потомками которых китайцы XVII века сочли русских землепроходцев. Итак, космографические представления индо-тибетской школы поражают своей широтой. По существу этим географам была известна почти вся поверхность Земли, за исключением Австралии и Антарктиды. Примечательно, что страны света на этой карте расположены в том же порядке, что и у нас. Каким образом и откуда могла появиться на Востоке такая широкая информация, мы решить не в состоянии. По-видимому, некоторые привычные нам представления о науке древности нуждаются в пересмотре.